Здесь, в самом сердце Грозного, собираются юные таланты с разных уголков Чеченской Республики. Эти ребята готовятся к важному этапу своей музыкальной карьеры – участию в популярном проекте, где каждый из них получит шанс продемонстрировать свои способности под руководством опытных наставников. Молодые участники, прошедшие отборочные туры масштабного музыкального конкурса «Дека СААЗ», показали высокий уровень таланта и стремления к успеху. Этот конкурс, инициированный главой Чеченской Республики, героем России Рамзаном Кадыровым и реализуемый Министерством культуры Чеченской Республики совместно с Чеченской государственной филармонией имени Аднана Шахбулатова, предоставляет уникальную возможность для молодых исполнителей показать себя и побороться за звание лучшего. Отбор участников проекта «Дека СААЗ» проходил в несколько этапов. В самом начале были проведены районные отборы, где участники со всех уголков Чеченской Республики демонстрировали свои таланты перед компетентным жюри. Директор Чеченской государственной филармонии, заслуженная артистка Российской Федерации Элина Муртазова, лично выезжала на прослушивание во все районы. После строгого отбора было определено 33 участника, которые и будут бороться за звание лучших уже в телевизионной версии проекта. Специальный автобус с логотипом проекта ждал участников в цветочном парке города Грозный. После того, как все уже собрались, они отправляются в Чеченскую государственную филармонию, где их ожидает важное событие – распределение по командам наставников. Участников переполняют эмоции от радостного предвкушения и легкое волнение от того, что они пока еще не знают, в чью команду попадут. Кто-то нервничает, представляя, как выйдет на сцену, кто-то вспоминает пройденные этапы подготовки, а кто-то просто наслаждается моментом, понимая, что находится на пороге важного события в своей жизни. Расскажи немного о себе, откуда ты родом? Добрый день, меня зовут Рузана Аздиева, и мне 17 лет, я родом с Веденского района, село Ведено. Давно вы занимаетесь музыкой? Профессиональной музыкой занимаюсь 2 года, а так у меня в семье все сестры пели, а мама тоже немножко разбирается, так что все музыкальные. И с детства, наверное, музыкой увлекаюсь. Почему решили участвовать в конкурсе? Потому что я хочу в дальнейшем выступать на большой сцене в Чеченской Республике, быть полезной для своей республики и для чеченской культуры. Расскажите немного о себе, откуда вы родом? Я с Веденского района, с села Дышне-Ведено. Я занимаюсь музыкой и культурой, начал недавно и нашел в себе вот эти все таланты. Почему вы решили участвовать в конкурсе? Я сейчас не знаю, как я вот в этот тур попал, меня как выбрали, все прям классные у всех голоса, а я единственный, который недавно вот начал, я еще с села приехал, который, и я не понимаю, как это произошло, но я оказался здесь, и я буду двигаться дальше. Расскажите немного о себе, откуда вы родом? Я родился в городе Кизляр, Республика Дагестан. Зовут меня Сербу, черточка, Великий Руслан. Это у меня такая фамилия, не псевдоним, не прозвище. Потому что многие всегда путают и думают, что я себя сам так прозвал. А музыкой давно занимаетесь? Музыкой я занимаюсь с 2015 года. Почему вы решили участвовать в конкурсе и почему именно в Чеченской Республике? Хочу проявить себя. Все это ради своей семьи делаю, потому что в дальнейшем это, конечно, окажется хорошим результатом жизни. А в Чеченской Республике, потому что в Чеченской Республике очень хорошо развивается культура. И есть такая знаменитая фраза «без культуры нет нации». Поэтому здесь очень поддерживается культура главой. И
здесь это все в очень больших масштабах происходит, поэтому здесь. Рады ли вы, что вы прошли отбор? Да, очень рад. Молодежь, полная энергии и решимости, направляется вовнутрь здания и сразу переходит за кулисы, где царит напряженная тишина. Некоторые из ребят тихо переговариваются между собой, обсуждая возможные сценарии развития событий. Расскажите немного о себе. Я Даниил Адам, мне 18 лет, я из города Аргун. Как давно вы занимаетесь музыкой? С ранних лет, А почему вы решили принять участие в этом конкурсе? чтобы посмотреть, как выгляжу на сцене. Как вы думаете, к какому наставнику вы попадете? Валиду Гадаеву, Почему? потому что я сам народник, вот, больше хочется к Валиду. Какую цель вы поставили перед собой на этот конкурс? Цель, чтобы попасть на эту большую сцену филармонии. Расскажите немного о себе, откуда вы приехали? Меня зовут Джанай Мансур Адамович, мне 17 лет, скоро будет 18. Я из Наурского района, станица Микенская. Занимаюсь я музыкой с раннего детства, то есть с 7 лет. Расскажите, почему вы решили принять участие в этом конкурсе? Я хочу проявить себя. Я готовился к этому много лет, мечтал выступать на большой сцене. Я мечтаю в дальнейшем работать в филармонии. Иншаллах. Так, как вы думаете, к какому наставнику вы попадете? Я уверен, что я попаду к Мураду Байкаеву. Как вы справляетесь с волнением перед выходом на сцену или вообще есть ли волнение? Волнения нет, волнения ноль. Потому что уже привык к сцене, но я впервые выступаю на таких больших сценах. Я мечтал. Мечты сбываются. Расскажи немного о себе, откуда ты приехала. Так, я Цутаева Даяна, мне 18 лет, я живу в городе Грозном. Как вы думаете, к какому наставнику вы попадете сегодня? Мураду Байкаеву, наверное. Почему вообще решили принять участие в этом конкурсе? Потому что моя учительница очень хотела, чтобы я прошла этот проект. Вот. И я сама, конечно, очень хотела. У меня было очень много поддержки, именно которые очень надеялись, что я сюда пройду, и я прошла. Каждый из участников понимает, насколько важен этот момент. Наставники будут играть ключевую роль в дальнейшем развитии их музыкальных способностей, помогая им совершенствоваться и готовиться к следующим этапам конкурса. Всего в конкурсе 4 опытных наставника. Заслуженные артисты Российской Федерации Валид Гадаев, Тамара Дадашева, Марьям Ташаева и Мурад Байкаев. Ассаламу алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире ЧГТРК Грозный. Вокальный проект Дека Саас. С вами все это время буду я, ведущий Зубайра Байраков. Долгие месяцы видные представители культуры Чеченской Республики искали самые талантливые голоса региона и, наконец, собрали их в одном проекте. Многие участники уже на этапах отбора успели захватить внимание зрителей и стать настоящими звездами в социальных сетях. И вот сегодня они в огромном автобусе приехали к нам в филармонию, чтобы начать битву за возможность выступать на главной сцене Чеченской Республики. Давайте посмотрим, как это было. Меня зовут Сербовеликий Руслан, я приехал из Республики Дагестан, город Кизляр. Выберем лучших из лучших. На сегодняшнем отборе сами наставники будут отбирать себе участников, с которыми в дальнейшем они будут работать. Кто из членов жюри тебе нравится больше всего? Аймани Айдан. Кому бы ты хотел попасть?
Мураду. Кдиня Шагидаева. Как Мурат попасть? Байкаев. Мурат Байкаев. Эллине Муртазовой. Думаю, что к Мураду Байкаеву. Хотелось бы поработать со всеми. Мы бывали во многих районах, и довольно-таки много есть талантливых людей. Я в восторге от того, сколько ярких и талантливых голосов в нашей республике. Да, друзья, вот так интересно у нас проходил процесс отбора в проект. Из сотен молодых талантов эксперты выбрали самых лучших, и они распределены между 4 звездными экспертами. Распределены они путем тайной жеребьевки, и наставники вам очень хорошо знакомы. И прямо сейчас я вам их представлю. Заслуженная артистка России, неповторимая Тамара Дадашева. Заслуженный артист России, легендарный Валид Гадаев. Заслуженная артистка России, роскошная Марьям Ташаева. Самый молодой, заслуженный артист России, талантливый Мурат Байкаев. И, конечно же, директор проекта Дека.са АС, заслуженная артистка России. Встречайте, Элина Муртазова. Ну что ж, наставники объявлены, они в зале. Все готовы, телезрители прильнули к экранам. И если честно, кто в какой команде будет, секрет не только для наших наставников, но и для самих участников проекта. И прямо сейчас я предлагаю познакомиться с командами. Внимание, первая команда. Итак, встречайте, первый участник первой команды – Азизов Хусейн.
Здравствуйте, меня зовут Азизов Хусейн, мне 16 лет. Проживаю на территории Чеченской Республики, города Гудеримеса. И студент Чеченского государственного колледжа культур и искусств имени Татаева, академический вокал. Такое яркое представление. Азиева Рузана. Аздеева Рузана, 17 лет, город Грозный. Да, друзья, запоминайте эти имена, потому что очень скоро они будут петь для вас с этой сцены, но уже в качестве новых звезд. Хайдаева Фатима. Хайдаева Фатима, 17 лет, город Гудермес. Шерипова Тамила. Шарипова Тамила, 20 лет, город Гудермес. Друзья, вы, наверное, не слышите, но я очень хорошо слышу, как наши участники друг друга поддерживают. Они очень дружные, это очень важно. Джетыбаев Ахмед. Я Джетыбаев Ахмед, 18 лет, город Грозный. Отлично. Байсултанов Беслан. Байсултанов Беслан, 20 лет, город Аргон. И, дорогие друзья, последний участник первой команды Касумов Ахмед. Касумов Ахмад, мне 22 года, город Ведено. Итак, первая команда уже сформирована. Я напоминаю вам, что они до сих пор не знают, кто будет наставником их команды. Давайте спросим, ради интереса, к какому наставнику они хотели бы попасть. Итак, Элина Муртазова. Элина Муртазова. Элина Муртазова. Рузанна стесняется, она хочет мою команду. К Мураду Байкаеву. Так, уже один есть участник у Мурада. Мурад Байкаев. И? Мурад Байкаев. А почему здесь нет Дины? Дины Шагидаевой сегодня, к сожалению, нет. Но мы обязательно передадим, что вы хотели в ее команду. Ну что ж, пришло время раскрыть первую интригу. К какому наставнику попадет первая команда? Итак, внимание! Ваш наставник Тамара Дадашева. Тамара Дадашева, мы вас приглашаем на сцену. Под аплодисменты команды, под аплодисменты зала и бурные аплодисменты телезрителей. Тамара Висхажиевна, мы будем очень рады услышать от вас напутственные слова. Первая команда уже создана и наставник на сцене. Под ваши аплодисменты Тамара Дадашева. Ну, смотрю я на свою команду, вроде они хорошо, правильно реагируют, но я не вижу такого восторга. Но восторг будет уже в конце проекта, полностью, когда вы станете теми, кто вы должны стать. Спасибо большое. Тамара, останьтесь, пожалуйста, со своей командой на сцене. Ну, а я напоминаю вам, друзья, что генеральным спонсором нашего проекта является региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Также мы благодарим за поддержку ивент-агентства «Ирседе».
Все наши выпуски вы можете смотреть в эфире ЧГТРК «Грозный». И сейчас настал момент, когда мы приглашаем на эту сцену вторую команду и знакомимся с ее участниками. Дениев Адам. Дениев Адам, 18 лет, город Аргун. Асмаев Турпал Али. Асмаев Турпал Али, 17 лет, город Грозный. Янгалов Рашид. Янгалов Рашид, 18 лет, Наурский район. Да, друзья, абсолютно со всех районов мы собирали участников и выбрали самых талантливых. Чалаев Раджаб. Я Чалаев Раджаб, мне 24 года, я зажил. Булуев Ахмед. Булуев Ахмад, Нажаюш, 25 лет. Дугуева Хадижат. Дугуева Хадижа, 26 лет, город Кульчевой. Цусаева Даяна. Цусаева Даяна, 18 лет, город Грозный. И последний участник второй команды Магомадов Майрбек. Магомедов Майрбек, 23 года, Нажиртовский район, город Грозный. Отлично. Друзья, вторая команда сформирована. А давайте спросим у второй команды, к какому наставнику они бы хотели попасть. Итак, Майрбек. Мурат Байкаев. К Байкаеву, конечно же. Валид Гадаев. Гадаев. Так, первый претендент. Гадаев. Гадаев. Валид Гадаев. Отлично. Валид Гадаев. Так. Валид Гадаев. Ничего себе. И Элина Муртазова. Элина Муртазова. Марьям Ташаева. И Марьям Ташаева. Ну что ж, немного разнятся наши участники команды в выборе. Ну а прямо сейчас мы узнаем, к какому наставнику они попадут. Внимание! Ваш наставник Валид Гадаев. Под ваши аплодисменты. Валид, мы знаем, что для вас сегодняшний день является волнительным, потому что как наставник у вас в проекте будет первый такой опыт. Но и тем не менее, ребята, вот вы слышали, они хотели многие в вашу команду. И ваши напутственные слова для них важны. Barkal deriz hilmasa dedikil. Zubayr smaallara o yuqasu du halu. Nodal muqlat harwat uqara shayn swit khil argaytan sombu ola rechchul khoshawo shilchul chadil sawul kidal muqlaha oga خاين خوك تخوك شادق полностью вложить тем قهوة قدو هقطع حقوش طول حلا اتساوي جملة شينا دال مقلع خاجها كرمة تليو خير بحمدو أخويا ويقدو بحنش ليلو دو دال مقلعها وقنا غزديق سن صديق قاش خير بو ألتيش دو دال تهي بركتي ويل دال أتو بويلا دال ريز المسانة Баркал,
Ну что ж, дорогие друзья, это был наставник второй команды. А я хочу напомнить вам, что спонсором нашего проекта является модный дом «Фирдаус», а также сеть магазинов мужских костюмов King's Name и компания корпусной мебели «Импульс». Мы благодарим их за поддержку. Ну что ж, дорогие телезрители, мы продолжаем знакомить вас с участниками нашего проекта. Итак, третья команда. Исмаилова Макка. Итум-Калинский район, 16 лет. Макка Исмаилова. Мирзаева Алия. Мирзаева Алия, 20 лет, Грозный. Цураев Джамбулат. Цураев Джамбулат, 21 год, город Шили. Отлично. Абдрашидова Раяна. Абдрашитова Раяна, 16 лет, село Ахматюк. Айдамиров Заур. Айдамиров Заур, 24 года, Нажаюрт. Абдулаев Далвит. Абдулаев Давид, 17 лет, Наурский район. И последний участник третьей команды Дакашева Фатима. Я Дакашева Фатима, мне 18, село Ахматюрт. Отлично, друзья, третья команда здесь. И прямо сейчас мы проведем свой уже традиционный опрос, в какую команду они бы хотели попасть. С каким наставником? Марьям Ташаева. Ташаева. Марьям Ташаева. Угу. Элина Муртазова. Муртазова. Мурат, наверное. Байкаев, конечно. Марьям Ташаева. Марьям Ташаева. Мурат Байкаев. Элина Муртазова. Элина Муртазова. Ну что ж, дорогие друзья, пришло время раскрыть еще один секрет. Итак, наставником третьей команды является Марьям Ташаева. Я хочу в этот добрый день всем. Дедикдоль Массера. Все эти 4 группы получается, да? 4 команды, 4 группы. Я считаю, что все наставники достойны работать с этими группами. Неважно, будь то это моя группа, будь то она. Самое главное, у нас одна цель, чтобы на этой большой, красивой, профессиональной сцене работали в итоге профессиональные артисты. Мы будем этого добиваться. Команда, вперед! Великолепная Марьям Ташаева обрела свою команду в проекте «Дека Саас». Дорогие телезрители, напоминаю вам, что спонсором нашего проекта является национальный оператор связи Вайнах Телеком. Также мы благодарим за поддержку исламскую финансовую группу «Фаворит-13». Огромная благодарность топливному сервису «Гростек».
и отличному месту для новых встреч. Кофейня «Бейс». Ну что ж, дорогие друзья, пришло время знакомиться с 4-й командой. И кто будет их наставником, по-прежнему секрет для всех. И первая участница 4-й команды – Эльдербаева Эльмира. Эльдербаева Эльмира, 27 лет, город Грозный. На несколько секунд наша сцена превратилась в модный подиум. Типсуркаева Халимат. Халима Типсуркаева, 25 лет, город Аргун. Матаев Ахмед. Матаев Ахмед, 16 лет, город Гудермес. Юсупова Зайнаб. Юсупова Зайнаб, 11 лет, Курчалаевский район. Нужен гораздо ниже микрофон. Так, окей. Зайнаб, давай, я тебе помогу. Юсупова Зайнаб, 11 лет, Курчалаевский район. 11 лет. Зайнаб, скажи, пожалуйста, у нас возрастные ограничения были. Как ты попала в проект? Не знаю. Не знаю. Но мы надеемся, что на этот вопрос мы тоже получим ответ до конца проекта. Продолжаем. Джанаев Мансур. Ассаламу алейкум, Дедек Масери. Джанаев Мансур, 17 лет, Наурский район. Сербо-Великий Руслан. Сербо-Великий Руслан, город Кизляр, Республика Дагестан, 25 лет. Братья Чантиевы. Чантиев Амрудин, мне 23 года, город Грозный. Чантиев Майрудин, мне 23 года, город Грозный. Дудаева Анжелина. Дудаева Анжелина, 17 лет, город Грозный. Сайтимирова Медни. Сайтимирова Медни, мне 14 лет, Нажуртовский район. Итак, 4-я команда у нас уже есть. На местах наставников сидят Элина Муртазова и Мурат Байкаев. К какому наставнику попадут участники 4-й команды? Мы еще не знаем. Сделаем небольшой опрос. Кому бы вы хотели? Можно микрофон? Я передаю свое слово Руслану. У нас есть общее решение на счет раз, два, три. Раз, два, три. Мурат Байкаев! Мурат Байкаев. Так, очень хорошо. По-моему, у Элины Муртазовой есть что сказать. Эта команда однозначно не пройдет в финал. Друзья, очень жаль, А что все, вы... кто назвал меня, я вас запомнила, вы же потом у меня будете работать. Я шучу, ребят. Да, Всё нам нормально. очень повезло, что наш директор с хорошим чувством юмора. Ваши аплодисменты. Изначально было бы несправедливо, если бы я была наставником, поэтому наставничество я оставила на людей более профессиональных, я считаю, в этом плане. Да, это больше массера. Аминь. Ну а сейчас давайте еще раз убедимся, что
наставником 4-й команды является Мурат Байкаев. Внимание! Да! Мурат Байкаев! Как радуется команда! Ассаламу алейкум, Ассель Дедикдуэль. Прежде всего хочу выразить благодарность организаторам данного проекта, Элине Муртазовой, то, что возродил этот проект, дала ему новый шанс. Нас ждет очень большой путь. И Дека СААС, я думаю, что это не просто проект, а это уникальный шанс доказать, что мы имеем место быть здесь, на этой сцене. Мы, ломая стереотипы, преодолевая трудности и через труд покажем, что такое настоящее искусство. Вперед нашим звездам! Прекрасно, очень красноречиво. Мурат Байкаев. Ну что ж, 4 команды на сцене. Я напоминаю вам, что задача экспертов на данном этапе была набрать свои команды, с чем они прекрасно справились. Давайте поаплодируем. Задача наставников была набрать необходимое количество участников, а моя задача прямо сейчас пригласить на эту сцену директора шоу Дека СААС Элину Муртазову. Элина, но мы все-таки надеемся, что вы раскроете секрет, как в команду Байкаева попала 11-летняя участница. Я считаю, что это ни для кого не секрет, потому что на прослушивании я сама лично выбрала эту девочку и дала ей шанс. Я считаю, что она харизматичная, артистичная, талантливая. У нее необычный тембр, и я считаю, что она хочет, самое главное, посвятить себя культуре. Поэтому я дала ей этот шанс. Я надеюсь, никто не будет против. Так что считайте, что она моя подопечная. Хотелось бы пожелать всем участникам. Во-первых, я хочу поздравить каждого, кто прошел. Это жизненный опыт. Для вас это будет очень интересно, очень красочно. Я надеюсь, вам понравится. Я надеюсь, это принесет огромную пользу для вас. Спасибо большое. Элина Муртазова, директор нашего проекта. Ну что ж, все хорошо, все отлично, но хочется подробно рассказать о правилах проекта. Номинанты должны будут доказывать своим трудом, что кто-то из них заслуживает остаться в проекте больше, чем другой. С номинантами будут работать педагоги и наставники. И у них будет шанс реабилитироваться, если что-то пойдет не так. Все будет зависеть от них. Ну а сейчас, дорогие друзья, вашему вниманию гимн проекта Дека СААС. Слушайте и запоминайте! Быть артистом с молоду я себя нарек. Ты я мечтатель, и в сердце огонек. Будем петь о жизни мы, родине любви. Вместе с нами яркий миг славы проживи. Молодые голоса улетают в небеса. Не звучит история, славится Кавказ. Молодые голоса улетают в небеса. Пусть заучит во весь глаз Дека СААС. У каждого в душе подарок гармония.
голосом спасая нас. Поддержи, с нами к звездам путь проложи. Молодые голоса улетают в небеса, не звучит история, славится Кавказ. Молодые голоса улетают в небеса, пусть заучит во весь глаз Дека СА. Мы сплели сердца с музыкой навек, и звезду зажгли, излучая свет. Нам преграды не страшны, песни их крушим, нас спасает в трудный миг музыка души. Молодые голоса улетают в небеса, не звучит история, славится Кавказ. Молодые голоса улетают в небеса, пусть заучит во весь глаз Дека СА. Молодые голоса улетают в небеса. Вот такой наш гимн сегодня. Друзья, мы познакомили вас с главными героями нашего проекта. А дальше будем готовиться к первому отчетному концерту. О самых последних новостях шоу вы узнаете на наших официальных страницах в социальных сетях, которые вы видите сейчас на экране. Ну а мы с вами увидимся в эфире ЧГТРК Грозный на проекте Дека СА. Теперь каждый участник узнал имя своего наставника. Вместо тревожного ожидания наступило чувство облегчения и радости. С поддержкой наставников у каждого участника появляется уникальная возможность раскрыть свой потенциал и подняться на новую ступень мастерства. Наши основные цели и наша самая главная задача – это выявить настоящих артистов, выявить ярких звезд для нашей республики, для нашей филармонии, для нашего народа. Видите ли вы потенциал своих подопечных в дальнейшей музыкальной карьере? Конечно, мы вот только с ребятами разговаривали, вне зависимости от каких-то итогов конкурса, я с ребятами буду сотрудничать, работать, потому что они на самом деле очень талантливые, перспективные ребята. Я думаю, что и в дальнейшем, вне зависимости, как я сказал, да, повторюсь, каких-то результатов конкурса, они будут настоящими звездами. Я более чем уверен. Какие цели вы ставите перед своей командой на этот конкурс? Конечно, я хочу, чтобы они занимали именно в проекте лучшие места, чтобы они проходили на финал. И вот в финале я буду тоже биться вместе с ними, чтобы они были лучшие среди лучших. Эти дети для меня все одинаковые. Я думаю, это такое маленькое, мизерное начало у них. Я надеюсь, они не остановятся на достигнутом. Поэтому мы им будем помогать. Мы их не будем ограничивать на их желаниях. Мы будем по ихним желаниям работать. Видите ли вы потенциал своих подопечных для дальнейшей музыкальной карьеры? Конечно, они все способны, я думаю, они очень талантливые, я им буду помогать. У нас в целом отдельно никто не работает, вся команда работает вместе. Вот эти все 4 команды, мы все будем вместе решать, как нам помочь этому проекту продвигаться дальше. Проект Дека СА под руководством директора Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатовой Элины Муртазовой превратился в настоящую площадку для раскрытия молодых талантов. Конкурс Дека СА преследует цель выявления молодых талантов. Мы выбирали самых харизматичных, артистичных, талантливых ребят. Ребят, которые видят себя в дальнейшем культуре, видят себя в этой сфере. Вот. Я надеюсь, что у нас это получилось. А сколько всего этапов включает в себя конкурс? У нас будет 5 отборочных этапов, и 6-й уже будет официально
финальный концерт, где мы выявим победителя. Но это не значит, что у нас будет один победитель, у нас будет много победителей, потому что большинство ребят, возможно, будут работать в Чеченской государственной филармонии, талантливых и стремящихся работать в культуре. А как были распределены участники по командам? Наставники сами выбирали себе участников, подходящих более под свой какой-то жанр, можно сказать. Вот. И так и было все распределено. Как будет определяться победитель конкурса? Как всегда, по справедливости. Самый талантливый, самый интересный, самый харизматичный. А что касается голосования, возможно, мы будем делать народное голосование, где мы уже будем выбирать лучших из лучших благодаря голосам. Организаторы уверены, что среди участников найдутся те, кто сможет покорить сердца слушателей своим талантом и мастерством. Следующие этапы обещают быть еще более захватывающими, ведь впереди у участников сложные задания, репетиции, выступления, которые приведут к финалу конкурса лучших из лучших. Ну а мы, в свою очередь, будем внимательно следить за развитием событий и держать вас в курсе всех новостей этого яркого музыкального события.